Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Вот у нас сегодня будет беседа общем о культуре. Ну и, конечно же, я сегодня пригласил замечательного учителя первой в Центральной Азии, доктор наук по культуре и первая выпускница Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского по специальности теории и истории мирового музыкального искусства. Правильно, да? Да, правильно. Да, и, конечно, зав. Отделом культурологии и искусствоведения и, конечно же, Национальной академии наук Кыргызской республики Үмиталиева Чинар Темиркул кызы. Здравствуйте, Иде. Вот смотрите, это уже давно наши предки говорили. Если культуры нету, то и нации нету. В первую очередь мы ставим культуру. Да. А какая культура, такой и народ. Вот у нас за последние 29 лет что мы достигли? Или регресс? Не прогресс, а регресс. У нас появились, мы взращивали самых сильных, талантливых, так скажем, великих музыкантов, композиторов, дирижеров, певцов, как Болот Минжилкиев или Халы Малдабасанов, Давлесов, Джумахматов и так далее. Прочее. Столько талантливых наших родителей были, так скажем, учителя. А вот последние годы у нас есть или это спад, или деградация. Вот начнем не спеша, чтобы наши зрители услышали, какие проблемы в данное время есть и что мы потеряли. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы, наши соотечественники. Проблема очень большая, если не сказать архиважная для нашей страны, для нашей республики. Проблема культуры в целом. За 30 лет мы многое потеряли, да, мы кое-что и обрели. Обрели выход за границу нашей страны, влияние некоторых течений зарубежных, процессы глобализации, но мы многое потеряли. Мы перестали изучать, продолжать развивать наше наследие в культурном плане. Это касается всех областей культуры. И киноискусства, и зооискусства, и музыкального искусства. Ну, это разные темы, но я остановлюсь больше на музыкальном искусстве, так как я специалист по музыке, по теории, истории музыки. И я действительно в советское время первая поехала поступать в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского от Кыргызстана. Это был прорыв, выход в открытую орбиту, можно сказать, в космос. Это был очень смелый шаг с моей стороны. И поэтому я могу сравнить вот с высоты того, через что я прошла, что я получила, какое образование. Я вижу эту степень, ну, скажем, деградации, то, что происходит конкретно по музыкальному искусству. Так как Курмангазы Азакбаевич задал мне вопрос, а где же наши корифеи следующего поколения, такие как великие певцы, великие композиторы. Ну, они были рождены другой системой. Система способствовала развитию нашей республики и в экономическом плане, и в культурном. А сейчас мы в поисках своего пути, в поисках налаживания государственной системы, экономики. И, конечно, культура тесно связана с этими процессами, и экономическими, и социальными процессами. Поэтому музыкальное искусство – это часть всей нашей целостной культурной системы. Поэтому, конечно, это очень болезненные процессы. Но, наверное, пришло время дать оценку нынешнему состоянию нашего музыкального образования, музыкального исполнительства, музыкальной науки и так далее. Я думаю, что нам нужно
предпринимать шаги сегодня. Вот спасибо, что вы пригласили, поднимаете такую тему. Эти процессы нужно начинать незамедлительно, потому что кроме нас, кыргызстанцев, наша культура, она никому не нужна. Нужна только кыргызскому Кыргызам, народу. Да, кыргызскому народу. Наша земля, наша культура, наш язык, наше музыкальное наследие – это часть нас самих. Не будет этого, не будет кыргызского народа. Так точно. Особенно я хочу подчеркнуть о музыке, потому что я в свое время писала в своей книге, книга называлась «Этногенез кыргызов. Музыковедческий аспект», где я давала, анализировала, исследовала происхождение кыргызов с точки зрения их музыкального мышления. И нашла, что кыргызы стоят особняком от всех тюркоязычных народов тем, что у них уникальная музыкальная система. А те же народы, которые нас окружают, наши соседи, наши братья, тюркоязычные народы и другие, у них другая музыкальная система, и другое происхождение, и другая генетическая структура. Это наука. А что у нас сегодня обстоит дело с музыкальным образованием? Я должна сказать, что очень плачевное состояние. Это тесно связано с нашим общим падением уровня, общеобразовательного уровня. А музыкальное образование, оно очень сложное, оно комплексное, многосоставное. Здесь нужны не только знания, здесь нужен музыкальный талант, здесь нужны знания по всем спектрам музыкального искусства, исполнительства. Это общеобразовательные дисциплины, теоретические дисциплины, которые без этого нет музыкального образования. Как знание, мы говорим, сольфеджио, гармония, анализ музыкальных произведений, инструментовка, чтение партитур и так далее, и так далее, и так далее. История музыки, мирового искусства, история музыки русской классической, советской классической, кыргызской, музыка континентов. А где взять кадры? Вот вопрос. У нас есть такие кадры? Кто хотя бы немножко озаботился этой проблемой? Ну, наверное, это вопрос к Министерству культуры или, скажем, советникам по культуре аппарата президента. Ну, я так думаю. Но достучаться очень сложно. Мы обращались, говорили, что такая проблема стоит. Вот, например, я составила концепцию развития музыкальной культуры в Кыргызстане, что музыка – сложный вид искусства, обучение которому имеет многоэтапную структуру. И вот с этой концепцией я обращалась к министру культуры нашему. Ну, я так, в общем-то, ответа и не получила. Ну, возможно, он занят очень, много разных... И, возможно, будет он даже не понимает в нашей сфере. Ну, в таком случае, я считаю, что слово «не понимает» не должно быть. Да, обязательно нужно обратиться к специалистам. Конечно. Специалистов у нас не так много, если не сказать вообще. Никого нет. Но так как вот я пришла на эту студию, я хочу озвучить, что давайте поднимать эту проблему, давайте ее решать. Если мы не решим, мы лишимся всего, мы начнем с нуля тогда. Поэтому здесь вот такие пункты: музыкальная наука, музыкальное исполнительство, музыкальные вузы, союз композиторов, Министерство культуры Кыргызской Республики. Все эти пункты я здесь, значит, отметила, озвучила и проанализировала. Так что вот так вот, Курмангазы Азыкбаевич, проблема очень большая. Ну, может быть, вас интересуют еще какие-то конкретные вопросы? Смотрите, вы правильно сказали. Вот те наши кадры, допустим,
они некоторые не соответствуют. Почему? Потому что те люди, которые 40 лет уже сидят там, Мгм. у них даже своей методики нет. Мгм. Вот- Где сидят, имеете в Вот виду? в вузах, А, начиная с музыкальных школ, кончая Мгм. консерваторией. мгм. И те бюрократы, которые там сидят, они не хотят двигаться вперед. Почему я этот вопрос задаю? Смотрите, вот соседние страны, Республика Казахстан, они вот нас обогнали же, 30 лет впереди идут. Потому что государство и Министерство культуры Республики Казахстан, они во всех направлениях помогают. Их дети учатся за границей, приезжают, опять вот эту эстафету они передают друг другу. Сейчас на мировой рынок они уже постепенно, Мгм. их кадры уже по всему направлению. И вокал, и инструментоведение. То есть инструменталистов много во всех направлениях. У нас мы топчемся в одном месте, как буксуем. Да. А тот клан, который уже сидят еще при Акаевских времен, они уже давно деградировались и не дают какое-то развитие. Мы Мгм. повторяем те же самые, методика обучения вообще слабая. И чтобы консерватория не развалилась, там какие-то придумали еще какие-то самодеятельные факультеты, которые вообще не относятся к этой структуре. Мгм. А вот дублировать-то не надо. Эти факультеты находятся в Бибис-Арабичной Оливе рядом. Да. Зачем да. мы должны дублировать этот вариант? Это первый вопрос. Смотрите. Мгм. Теперь та же самая филармония, есть оркестр Харамалдородов. То же самое есть в консерватории такой же оркестр. Еще есть оркестр при мэрии. У них у всех одинаковый репертуар. Мгм. А где наши композиторы, которые писали во времена молдавасановского времени, у них были вот эти бурные такая развитие, вот эта именно волна, которая именно кульминационно поднимал свет. У нас мы повторяем на песнюшками Мгм. жанр вот такого варианта. А где новые симфонии, это относится министерству, то есть это союз композиторов, конечно же, я понимаю, что деградировались уже постепенно, уже, потому Мгм. что вверху сидят кто? Которые дилетанты, которые не понимают искусства. Вот в этом, Да. ну-ка вам слово. Да, абсолютно верно. Я согласна с тем, что некоторые республики нас обогнали, но это в силу объективных причин, потому что Казахстан большая республика была и в советское время, и экономически она была более сильная, и она граничит с Российской Федерацией, и здесь больше контактов у нее, больше возможностей. Это действительно так. Зная это, мы должны принимать какие-то свои меры. Вот, например, вы говорите, отправляют учиться за границу и так далее. Ну, это одно дело. Безусловно, нужна кадровая политика. Ее не хватает. Именно в области культуры, музыки и так далее. Нужно очень серьезно этим заняться, анализировать ситуацию. Одно дело посылать учиться, другое дело проследить, чтобы эти кадры вернулись. Обратно. Да, Да. вернулись на родину и служили своему отечеству, развивали кыргызское искусство, кыргызскую культуру. Это очень важно. Кто за этим следит? То есть, знаете, когда молодой человек уезжает за границу, он попадает под многие влияния и испытывает многие трудности психологического, материального плана. Очень серьезно. Это серьезная проблема. Если кыргызское правительство, дипломатия не будет этим помогать им, поддержку оказывать, мы потеряем весь кадровый потенциал. Понимаете, это очень серьезная тема. То есть им нужно и материально, и постоянно вот быть в контакте с ними. Какие у них проблемы, что нужно, может быть, приезжать, что-то, какие-то кыргызские темы поднимать, чтобы они не оторвались от родины, потому что я через это прошла, и я знаю, что это такое. Когда я закончила Московскую консерваторию, у меня поменялось сознание. После меня пришли некоторые девочки, которые потом не вернулись в Кыргызстан. Понимаете? Вот эта тема, кадровая политика, которой надо заниматься на самом высоком уровне.
Теперь по поводу, что засели бюрократы, да, это уже не секрет, и пробить эту броню очень непросто, но можно и нужно. Значит, тема высшего учебного заведения у нас по музыке, это консерватория называется, да? И Государственный университет культуры и искусства имени Бейшеналиева. Ну, я вообще-то знаю, что действительно там дублируются многие факультеты, но вот что касается университета культуры имени Бейшеналиевой, знаете, несмотря на все трудности сегодняшнего дня и прошлых лет, они держатся, развиваются. Да. Они держат марку, Конечно. несмотря на то, что Давление, нету особой поддержки, особой такого внимания, они все-таки держатся. А вот что касается консерватории, здесь у меня большой вопрос. Чем они занимаются? Это закрытая организация, да, никто туда не Точно ходит. закрытая организация, потому что даже мы, те, которые бывшие, которые закончили студенты, тоже, мы не можем зайти туда. Потому что на черный список нас завели, там нельзя и так далее. А потом, видите, те же самые кадры, которые уже деградировались давно, они сидят, еще деградируют остальное поколение. Ну, в том-то и дело. Вы знаете, я туда не заходила, но я слышу со стороны, что многие покидают этот вуз, что нету ничего такого оживительного, никаких какого-то оздоровления атмосферы, ни какое-то вот развития в кадровой системе. Поэтому я слышу, что и студентам не особенно хочется туда поступать, и многие хорошие преподаватели, профессионалы уходят. Я не знаю, какие точно причины, но это факт. А потом, с точки зрения открытости, вуз должен быть открыт для проверки, для посещения каких-то с какими-то темами, которые касаются этого вуза конкретно по музыкальному искусству. Какие-то должны быть контакты с другими организациями, скажем, Союзом композиторов, со школами музыкальными. Ну, в общем-то, мы маленькая республика, мы должны быть в контакте друг с другом. Да, вот это обновление, кровообращение. Опыт. Да, опыт, Да. Что вот... Вот смотрите, вот, допустим, при Советском Союзе, мы как-то называем застойный период, обычно учителя приезжали, мастер-класс давали. Вот Да. с Московской консерватории, Свердловской области или Санкт-Петербурга, со всех регионов, даже приглашали именно из Запада. Они приходили, мастер-класс показывали на скрипке, кто-то флейтист и так далее. Вот такое бурное развитие было, потому что опыт, обмен опытами было. И вот это движение, какой-то толчок, рывок, дети, вот студенты, они рвались, что вот классику надо изучать, вот это надо играть, вот этот инструмент я профессиональном уровне буду играть. А вот такого обмена сейчас нет. Знаете, да, мастер-классы это хорошо, а то, что из Европы приезжают, тоже хорошо. Но я думаю, что этот вопрос повышения квалификации, как было в советское время, назовите мастер-классы или что, надо поставить на систему. Должна быть какая-то, опять-таки, стратегия развития. Стратегия по проблеме повышения квалификации преподавателей, Правильно. потому что все могут застояться, все могут как-то... Нужно развиваться, Конечно. понимаете, всем, и ученым, и учителям. Конкуренция должна же быть. Это нужно поставить, какой-то разработать план, стратегию развития вот этого повышения квалификации. Потом я думаю, что у нас стратегический наш партнер Российская Федерация, там много прекрасных вузов музыкальных. Нужно контакты наводить с российскими вузами также. Понимаете, у нас как-то вот все прервалось с Россией. Они же начинали-то у нас. Кто начинал у нас музыкальное искусство? Власов, Фире, Виноградов, Виктор Сергеевич. Да. Вообще Виктор Сергеевич Виноградов, который написал столько книг, исследовал по кыргызской музыке Акынов, жанрлар, инструментальные, все.
его забыли, ему надо памятник поставить у нас в Бишкеке, понимаете? С какой, и причем, вот именно с какой любовью, с каким уважением он относится к кыргызской музыке. Это вот как вчера была передача Константина Кузьмича Юдахина по развитию, что он составил словарь кыргызско-русский. Да. Вот с таким уважением, и ему надо ставить Да. памятник. Вот они вкладывали все полностью. Откуда знают наша молодежь, Да. кто такие был Юдахин, кто такой был Виноградов, откуда они знают, кто такой Или был... Гумилев. Вот, слава богу, есть Шубин, школа Да, имени Шубина. остался. Вот. И другие, вот Феферман, например, тоже один из создателей оркестра народных инструментов имени Харумулдорозова. Вот такие. Россия нам очень помогала. Конечно. Почему это мы сразу повернулись в сторону? Откуда-то зовем, просто, знаете, вот какой-то одноразовый акт. Здесь должна быть система. Нужно наладить контакт с конкретным вузом, какое-то соглашение подписать, что мы будем обмениваться, понимаете, Опытом. кадрами, Смотрите, опытом. еще Да. один вопрос. Китайская Народная Республика, они половина самых сильнейших докторов наших имени Чайковского с консерватории и Санкт-Петербурга, Новосибирска, всех пригласили в Китай. За 10 лет столько целая плеяда китайских музыкантов весь мир охватил. Монополия вот такой. Да, да. Смотрите, сильнейшие скрипачи, музыканты, певцы, там и Да, духовики да, да. везде. А что, наши не могут такой проект сделать совместно? Они что, приехали, им условия создали, государство выделило бы какие-то деньги для таких мастеров высшего мирового масштаба, которые действительно любят, ценят. Тогда Да. было бы хорошо. А то у нас как получается? Сам ректор, допустим, я, например, скажу, он не может показать мастер-класс. То же самое и в училищах, и в музыкальных школах. Да. Они деградируются. Они вот думают, что вот я директор, значит я все делаю. А надо постоянно не отставать от течения в 21 веке. Вот вам слово. Ну, Больной. знаете, это, наверное, есть такие отрицательные черты кыргызского менталитета. Вот от него надо Отталкиваться. освобождаться, да. К чему-то пришел и на этом успокоиться. Нет. А если ты хочешь действительно что-то сделать стоящее для народа, ты должен копать головой землю всю жизнь. Если, может быть, звучит немножко жестко, но это на самом деле так. Поэтому я училась в Москве, и я знаю, что такое трудиться неустанно и неустанно совершенствоваться. Теперь по поводу филиалов Московской консерватории в Южной Корее, в Пекине и так далее. Знаете, есть такой пример, хочу привести. В XIX веке Российская империя приглашала к себе и архитекторов, и музыкантов, и хореографов и так далее из Италии, Франции, Германии. И так она поднялась. Во второй половине XIX века появились и Стасовы, и Серовы, и вот передвижники и Крамской, и так далее, и так далее. То есть это у наших деятелей должно быть государственное мышление. Мы должны думать не сегодня, не завтра, а что будет через 5 лет, через 10, через 50 лет, что будет с нашей республикой. У нас стратегического мышления нету, понимаете? Мы должны думать вперед, что с нами будет. Правильно, Я так вы думаю. правы. Да. Да, очень больной вопрос. Видите, вот теперь один вопрос. Смотрите, у нас вообще дирижеры же, они всю жизнь учатся. У нас Да. дирижеры вот с первого курса до 5-го курса, допустим. А у нас дирижеры вообще консерваторию московскую заканчивали, или, может быть, Санкт-Петербургскую, или где-то в Италии, в Германии, Швейцарии где-то. У нас есть такие дирижеры? Или они просто курсы какие-то прошли? К сожалению, я думаю, что вот это очень слабое звено у нас в музыкальной практике, подготовка дирижеров-симфонистов. Да. Именно. Я знаю, что Осман Алиев, по-моему, да? Рахат Османалиев. Рахат Осман Алиев, да, проходил стажировку, по-моему, в Московской Москву, да. консерватории. Вот он
у нас хороший дирижер, Да, я хороший считаю. дирижер. Во-первых, несмотря на вот все эти трудности, он держит эту область, Да, область. да, и очень много работает. Я бы А его вот, выделила. А те, которые, они уже сами, наверное, научились. Вы знаете, вообще мало известно мне вот какие имена, какие. Я думаю, что это связано с как раз-таки вот провалом нашего музыкального образования, потому что мы не можем готовить дирижеров-симфонистов. Нужно им ехать учиться. Да. Вот смотрите, теперь сразу вопрос хочу сделать. У нас же должна быть дирижерская конкуренция. Я вот в оперном театре, когда работал, так и называлась «Братская могила». Там я мимо сидим, были хорошие дирижеры. Полуэктов, я еще забыл какие-то дирижеры сильнейшие были. Ну, это советское. В советское время я потом уже... Вот тогда у них постоянно находились кто свободен, дирижировал и красиво были. То есть я имею в виду сильные. Мы в этом кругу, вот эта сфера, она нам повлияла, чтобы для развития вот такой дальше больше любить классическую музыку. Это есть и фундамент наш. А вот сейчас, в данное время, должна быть конкуренция. И в то же самое время, смотрите, еще один вопрос. А где наши именно аранжировщики или инструменталисты, то есть инструментоведение в этом жанре, чтобы, допустим, какую-то народную мелодию они для камерного оркестра расписали, потом, может быть, для малого оркестра, потом для большого симфонического оркестра. У нас таких кадров вообще нету. Да, вы правы. Вот в этом у нас и мы хромаем. Это самое слабое звено. Потому что сейчас, в нынешнем времени, музыкант пришел на компьютере, запрограммировал, а там подсказывает, там все остальное. Но это не живая, не чувствуешь душой. А человек должен войти в эту историю, вместе жить и вот так написать, чтобы слезы на глазах были. Ну, знаете, это опять-таки часть общего звено в общей цепи. То есть дирижерское мастерство, мастерство аранжировщика, мастерство и оркестровки, переложения народной темы на симфонический оркестр и так далее. Все это связано с общеобразовательным процессом, музыкальным образовательным процессом. Это должна давать консерватория, если она у нас есть. Понимаете? Там должны быть и композиторы, и теоретики, музыковеды, которые бы практиковали этот предмет. Вот нам давали именно что какую-то пьесу в нотах, чтобы мы переложили для квартета, для квинтета и так далее. То есть даже музыковедов учили этому. А у нас инструментоведение было. Да, инструментоведение. Олег Иванович Попов, по-моему, дирижер духового оркестра, он нас учил. А там же разные, допустим, валтор на другой тональности, фагот другой тональности. Ну да, это вот транспонирующие. Транспонирующие. Да. Вот именно когда идешь, ты постоянно путаешь, но это же навыки же. Нет, ну это, так вот, это надо ставить. Если нету таких у нас кадров, надо приглашать их. Правительству надо озадачивать, выделить финансы, создать им условия. А как по-другому вы хотите поднимать вот эту область? Вот беда в том, что, смотрите, когда при прослушивании приходят с Белого дома, а в этом плане он дилетант. И начинает, вот эту классику зачем нам надо? Дайте такой шустрое, быстрое такой музыку. А когда даешь именно тойскую музыку, да, оживают вот это. Вот смотрите, все те, которые вверху сидящие люди, да, которые нами управляют, как я говорю, дилетанты, они в духовном плане вообще ноль. На английском zero. Ну, вот в этом беда. Ну, я понимаю, да. Усубали в свое время отправил Болот Менделхиева в Италию на стажировку. Да. Весь мир знает. Да. Вот если были бы такие кадры наверху, то нас бы никогда вот так за борт не кидали бы. Вы знаете, кадры мы не можем ставить там, куда, в какие властные структуры, но мы можем выступать, мы можем поднимать тему, аргументировать. Вот наша сила в этом, сила профессионалов в этом, чтобы обратили внимание, что это вам не что-то легкомысленное, однодневка.
это наша идеология. Если будет культура, если будет правильная постановка кыргызского музыкального искусства, ее науки, ее исполнительства правильно, на высокий уровень мы поставим. У нас будут разные оркестры на хорошем уровне, которые могут поехать на гастрольные поездки по другим странам, я уже не говорю по своему региону, тогда будут... Вот у нас что обстоит вот насчет музыкальной науки? Да, это очень серьезная тема. А музыкальная наука сейчас, в общем-то, никого не интересует, потому что это очень большая, сложная тема наука. Наукой должны заниматься люди подготовленные, которые имеют музыкальное высшее образование, которые имеют какие-то навыки научного исследования, пишут статьи и так далее. Действительно, вот в прошлом году у нас открылся диссертационный совет в Академии наук по защите докторских диссертаций и кандидатских по философии, по культурологии и по искусствоведению. Только в прошлом году. До этого ничего не было. То есть, пожалуйста, поэтому приходите и поступайте в аспирантуру. Но что касается искусствоведения, искусствоведение это и киноискусство, и театральное искусство, и изобразительное искусство, там, и так далее. А вот нас касается музыкального искусства, я думаю, что в консерватории должна была открыться аспирантура. Именно в самой консерватории. То есть там должны были быть кадры, которые бы подготовили уже значит, для людей для исследования, исследовательской практики. Понимаете? Если это кто-нибудь эту тему поднимает, для меня вопрос. Аспирантура должна быть по музыкальному искусству. А потом они, подготовив этих людей, должны посылать в аспирантуру в Академию наук. Да. Где а они то у тогда... нас докторов нету, кандидатов нету. Потому что, видите, сейчас закон они себе придумали. Ни один ректор, только единственный ректор одного человека выбирает, а остальных не надо нам говорить. Потому что в своем уюте живут, больше никого не надо, деградируются и так далее. А когда приходят, они говорят, вот наши ученики старые, 41-го года песенку поют и так далее. Вот теперь другой вопрос идет. Смотрите, у нас же еще музыковед критиков нет уже. Вот сейчас, допустим, по всему городу одни журналисты бегают, говорят, вот расскажите о вам творчестве. Ну, я рассказал, некоторые термины они не понимают. А сколько, допустим, в классике разные жанры есть. То есть и в джазе тоже. Они не дают такого, каверзные вопросы мне не задают. Они в общем смысле, вот, допустим, с улицы пришли журналисты, а вообще музыковед, критик, журналистов у нас должны же подготовить эта сфера. И это один вопрос, запоминайте. Да, Второй вопрос. У нас вот архаический этнографический фольклор, поднимающих у нас один человек, Душалиев, да? Там, именно в этом направлении, который работает доктор, по-моему, по искусствоведению, один человек. Но я так думаю, таких тоже кадров мало в этом направлении. Смотрите, изучая национальные инструменты наших предков, вот именно наследие, то богатство, которое нам оставили предки, мы уже начали черпать до монасовского периода. Там оказалось только хорошие инструменты, и эти инструменты нам надо возвращать, чтобы молодое поколение они знали. Хотя бы не только этот, а еще пощупали, играли, и потом дальше больше дали ученикам своим эстафету. А эти инструменты не изучены остались. Вот именно не только музыковед, критик, и еще историк, философ, и дополнительно вот в этом совокупности вот такого нет у нас. Допустим, смотрите, еще одна проблема, то что те, которые музыковед, который, например, говорит, он еще должен быть музыкантом, он ощупать должен, почему именно аппликатура, те наши предки играли в таком манере, такое видение, вот эти мелизмы разновидности, вот это, в этом направлении тоже отсутствует. Видите, сколько проблем есть? Да.
По поводу подготовки музыкальных критиков, музыкальной журналистики начнем. Все это называется музыковедение вообще-то. Понимаете? Все туда входит. Музыкальная наука, музыкальная публицистика, музыкальная журналистика. Их надо готовить. Все это должна готовить консерватория. Вот. А уже там кто, как, по какой методике, это уже второй вопрос. Теперь по поводу специалистов нашей этномузыки, так называемой, да, архаического наследия, инструментария. Да, у нас есть доктор искусствоведения Камчибек Шаменович Дюшалеев. Он много написал книг по традиционной кыргызской музыке, и, по-моему, ну, в основном он затрагивает жанры. А вот именно инструменты, там у нас есть тоже один специалист, есть. И сейчас пишут некоторые и по, вот мои аспиранты пишут по оркестру народных инструментов, есть по салтык музыка, по традиционной музыке, есть аспиранты, они сейчас начали этим заниматься. То есть этим надо начать заниматься. Это непростой путь. Понимаете? Вы озвучили разные точечно эту проблему, а это комплекс единой одной проблемы – музыкальная наука. Все туда входит. И инструментарий, и архаический инструментарий до монасовского периода или монасовского, как вы говорите, способы звукоизвлечения, все разнообразие, все это входит в науку. Правильно. Понимаете? Смотрите, вот там же инструменты же не только духовые, мы утеряли большинство при монасовском периоде, раз мы кочевые народы были. А мы еще шутковые инструменты потеряли, как хыркыл элек и джа, или джитиген, а родственник тогузген. Эти инструменты пришлось мне самому искать, выехать из Кыргызстана, изучив историю наших предков, пришлось 120 стран объездить. А у нас еще мастерские нет. И еще один вопрос, потому что все штампуют инструментами, а звукоизвлечение, а в оркестре играешь, нету низких, средних, высоких частот, которые равномерно звукорежиссер в этом направлении. Еще другой вопрос. Во всех консерваториях, которые я объездил, пришлось мне специально съездить в Санкт-Петербург, Новосибирскую консерваторию, Свердловскую область, которая сейчас Екатеринбург туда, и Московскую консерваторию. Везде есть арфы. Вот почему я шипковые инструменты сразу сказал. А где у нас специалисты по арфе? Потому что уникально. Вместо него заменяет фортепиано. Ну, тембр фортепиано другой, который композитор видит, слышит, чувствует. Здесь должна быть арфа. Специально же написал. Ну, знаете, вот опять же, архаический инструмент, вы сказали, джетиген, это мы что, утеряли, многого не знаем. Здесь очень интересная тема поднимается. Даже вот сегодняшнее поколение кыргызов, оно не до конца осознает, насколько это важно поднять наше музыкальное наследие вместе с древними инструментами, создать технологию изготовления, правильно все это поставить на правильное русло. Это настолько важно, мы тогда поднимем дух кыргызов, возродим дух кыргыза. Это очень важно, это наша идеология. Генетическую память затроните. Затронем нашу вот эту духовную ориентацию и так далее. Я думаю, что это было бы очень серьезно. Это очень серьезно, то, что вы говорите. Архаические наши инструменты, надо этим заниматься и поставить на такой вот государственный уровень развития и по изготовлению, и по изучению. Понимаете? Потому что кыргызы самый древний народ, как все пишут, Бернштам, Бартольд и так далее. И я писала в своей книге, потому что начиная не 200 лет до нашей эры, а намного раньше были кыргызы. Кыргызы были всегда. Это очень это уже историки должны этим заниматься. В китайских летописях искать, где-то еще нужно
готовить вообще повсеместно специалистов, историков, знающих Да. китайский язык, чтобы они в библиотеке китайские хроники читали. Там много информации. Цифрализация. Да. А сейчас я закончу, понимаете? А, Это очень важно. Мы хотим создать свое государство. Давайте мы направим все ресурсы на изучение, кто такие кыргызы, по всем аспектам. Вот. Теперь мы живем в 21 веке, не в 19. И сейчас без вот, цифровизации, мы говорим, без информационных технологий, IT-технологий, мы должны их правильно использовать для себя. Не так вот заморачивать голову нашей молодежи кыргызской, чтобы так, стирать память, а использовать для изучения, кто мы такие и что с нами будет завтра. Давайте мы этим займемся. Цифровизация, что конкретно касается музыкального искусства, я думаю, что здесь нужно непременно заниматься архивом, нотным партитурным архивом, музыкальным, научным, книжным архивом. Причем собирать архивы о исследовании по теории музыки, по истории музыки, по всем направлениям, жанрам, как-то заимствовать и российский материал, если это можно, как найти пути. И то, что накоплено у нас, все это цифровизировать. Весь нотный материал. Вот оркестр имени Кармалдорозова, по каким партитурам они, по каким-то обрывкам, произведения того, произведения этого, переложения для оркестра Шубина, Фефермана, Молдобасанова, Давлесова, Джумабаева. Давайте соберем все это вместе, да, цифровизируем, чтобы был какой-то кабинет для студентов, чтобы они могли включить и посмотреть и ноты, и какие есть исследования по этому произведению. Тогда они могут развивать дальше. Понимаете? Это вот использовать IT-технологии для того, чтобы свой статус кыргыза утвердить. Я так думаю. Очень правильно. Я бы хотел благодарить вас. Наверное, Спасибо. это не последнее, но вот давайте еще раз остановимся. Какие еще проблемы у нас в этом направлении остались? Вот, допустим, у нас же вот обрядовые песни очень забыты остались. Никто не пишет, сейчас пишут музыку только эстрадную. И дети, которые в детских садиках, они поют сразу же про любовь песню. Да. Слова не сочетаются. Да. Это одна из проблем, правильно? Это очень важно, вот то, что вы говорите. Песни где у нас? Вот в чем дело. Колыбельные песни где к сожалению, вот что я должна сказать. Надо готовить тогда композиторов, именно пускай начинает с простому сложному. Вот когда у нас произошло перелом, вот старая система ушла и новая, там 90, говорим, перестройка, а потом 91 год, а в Союзе композиторов до этого был фольклорный кабинет. И там были очень много собрано записей на пленку старую, вот эту магнитофонную пленку по всему Кыргызстану. Лента, да, по всему Кыргызстану ездили экспедиции фольклорные, вот, устраивали. Как раз я тоже застал. Да, там было очень много материала. Ничего не осталось. Золотой архив Куда? должен быть. Где он? Да. Вот пусть задаются. Кто сейчас возглавляет все это? Я даже не знаю. Ну, пусть консерватория ответит, куда девался золотой фонд. Правильно. Вот архив они же правопреемниками надо. стали. Они взяли что-то с собой, кто-то спасал, кто-то не спасал. Так вот, надо выяснить. Там хранится очень много. Мы этого уже, это что потеряно, то потеряно. Мы не можем это, понимаете? А это очень важно. Хотя бы мы сохраним то, что есть. А вот что воспитание нашей молодежи, музыкальное воспитание, что сейчас происходит, когда в кыргызский мотив внедряются арабские элементы, внедряются еще какие-то чуждые. Ну пусть это эстрада, пусть она будет, если это грамотно сделано, пусть она будет, да. Это интересно, конечно, все это.
Но что касается вообще кыргызского мелоса, к нему очень бережное надо отношение, должно наше отношение быть, потому что кыргызский мелос связан с нашим вообще генной структурой, понимаете? Если мы потеряем наш мелос, как он звукоряд устроен, все эти обороты и интонации, то мы потеряем свою идентичность. Колорит имеете в виду кыргызского народа, тот запах, который нам Да. предки оставили, Да. и этот запах, она должна быть, какой колорит кыргызского народа. Не Да. только в одном жанре, квартал кинто не надо зацикливаться. Это, а с другой стороны, а мы же охватывали везде же. То есть я имею в виду не вот такая рамковая система. И теперь смотрите, еще такой вопрос. А где наши композиторы, которые именно мирового масштаба за 29-30 лет? Ну, мирового масштаба. Вы думаете, так просто выйти на мировой масштаб? Давайте мы сначала начнем. Теперь второй вопрос, Да. сразу же задумывайтесь. А вот наши студенты, те, которые заканчивали консерваторию Петра Ильича Чайковского, или, скажем, где-то в других странах, которые учились и стажировались, они не стали приезжать сюда. Да. Допустим, скрипача, я знаю, вот, который я имя забыл, Да. Азамат Цыдыков, который Да. сейчас в Америке, Да. они свой круг открыли. Вот именно музыкальная, так бы скажем, могучая кучка у них у себя, там иногда пропагандируют наши машпутой, там переложения делают на фортепиано, играют, концерты дают. Вот, а сообща на какой-то хороший, уютный духовный мир в этом направлении. А вот можно же приглашать их как мастер-класса, то есть, чтобы у нас артерия вот это была, а этим же никто не занимается. Вот то, что боятся из-за кресла, они не хотят отдавать свое место, только я, эгоизм. Ну, значит так, если так пойдет дальше, то о чем мы можем говорить? Вообще, действительно, уже с чего начинали, кадровая политика, чтобы у наших представителей власти было государственное мышление, а не мышление однодневки. Государственное, стратегическое. Поэтому те, которые не вернулись, знаете, вот в Акаевское время были вот эти программы «Кадры 21 века», да, по-моему, Да, называлась. 21 век. Да, да. Вот они вообще какую пользу принесли? Они просто отправили нашу молодежь, и все. Они там все хотят хорошо жить, все хотят... Замуж вышли и не вернулись. Ну, А может да. быть, контракт надо сделать? Вот ты отработаешь, опять же, то, что государство тебя обеспечило, пожалуйста, будь Да. любезен. У нас отработаешь 5 лет, чтобы у тебя сзади, то есть потом выпускники были, которые подготовили, он сам, а то они разбросаны по всему миру, а где они учились, а потом опять же на свое государство, для своего народа пользу они делают или нет? В этом Знаете, беда. но это очень серьезно. Это вообще комплекс проблем. Воспитание молодого человека, молодой девушки, вообще кыргызские традиции это одни, кыргызское воспитание одно. Поэтому народ от другого народа отличается же, правильно же? Вот, например, меня воспитывал дедушка мой, Темиркул Миталиев, один из Залкар Да. Акын. И он меня так воспитал, что я не могла никуда уехать, я просто вернулась Да. сюда. Я никуда. То кыргыз елим, кыргыз жерим деп атам жүрчү. Поэтому, что я могу сказать? Воспитание, здесь комплекс всего. Я не могу сказать, что именно вот вычленить музыку. Комплекс, это думайте, те, которые там сидят. Пожалуйста, глубоко надо об этом и всесторонне об этом думать. Значит, видите как, я в итоге сколько раз вот думаю, когда же все-таки наша молодежь, они поднимутся вверх и так далее. Это, наверное, где-то с корня надо вот этих бюрократов убрать, Да. чтобы кадровый вопрос сделать. И те, которые за 20 лет они превратили коррупционный организм. Да. Потому что одна из главных проблем, потому что я постоянно часто выступаю за границей, даже ближние, дальние, то увидел уникальные инструменты, которые, классная флейта, дай поиграть, поиграл звук другой. Оригинальный, это
такие Мгм. инструменты редко увидишь. Я говорю, где-то вы купили там? Я, говорит, у вас в Казахстане. А я потом начал изучать, оказывается, наш грант, который японцы еще 2000, нет, в 1000 каком году? При Акаевских времен, когда Мгм. грант японцы нам дали Мгм. на 1 миллион долларов. А, грант, Вы да, да, вспомнили, да, да? да, да, да. Вот смотрите, вот оказывается 1 миллион долларов, а эти инструменты, там еще дополнительные же рояли пришли. Где эти инструменты? Там, по-моему, 50 или 70 инструментов, 78 инструментов, по-моему, Ну там больше, там же двойной состав был. двойной состав. Это если Вот, симфонический оркестр примерно 100 человек, да, да. то двойной это 200 человек. 200. Смотрите, там еще, допустим, кларнеты делятся на эйный, бейный строй. Саксофон то же самое, а саксофон семейства на 5 категорий: сопранина, Ну да, сопрано, да, да. альт, тенор, Да. бас. Эти же уникальные инструменты. Один инструмент стоит 25, 30, даже 50 тысяч долларов. Этот вот Очень дорогие. тем Очень. более фирма Ямаха. Да. А эти инструменты я нашел в других местах, в Туркмении, в Узбекистане, и в Казахстане, в России, где угодно. А почему в консерватории этих инструментов нету? Вот я задумываюсь. Я вот, Ну эта тема по поводу гранта японского, да, это отдельная тема. Я действительно тоже в курсе и считаю, что это надо ею заниматься серьезно. Такие вещи нельзя делать, допускать и пропускать. Значит, это отдельная тема. Хорошо. Это очень серьезный ну, вопрос. видите, отдельная тема. Я в свое время тоже начал информацию Да. качать. Со стороны другие лица тоже говорили. Но верхушка опять же спасает их. Мгм. Куда Значит, всё я вот что полностью скажу. коррумпированность Да, да. получается. Ну вот, Значит, начиная с Министерства культуры, кончая, которой смена только власти меняется друг другами, а остальные, вот те, которые гранты, все разворовано было давно. И вот такая система до Ну, сих пор работает. Значит, нам надо все полностью, корня надо да, да, чистить. чистить, а потом уже те, которые кадровый вопрос, они должны опять прийти. И те, которые украли эти гранты, они должны сидеть в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот поэтому Ну сейчас да. уже пришло время, пришло, вот, я же не хаю одного человека. Нет, нет, я Да. абсолютно понимаю вашу мысль. Дело вот в чем. Вообще кыргызы очень талантливый народ. Правильно. Очень такой, знаете, мобильный и очень быстро схватывает. Ему мешает вот эта бюрократическая вот эта надстройка. Ну, если там, наверное, есть и люди прогрессивные, я так надеюсь, которые вот заросли и уже вот построили такую вот систему. Поэтому с этим надо что-то делать. Я знаю, что с этим, как это делать. Я, наверное, открыто телезрителям хочу сказать, что это действительно рыба воняет с головы. Та государство, в котором мы сейчас живем, это коррумпированное государство. А внутри Белого дома находится еще бизнес-центры, у кого есть деньги, и все полностью, каждое место продается. И дальше двигается. А в данное время коррумпированность, даже ребенок появляется на свет, рождается, с этого момента мы коррумпированы. До такой степени вот этот корень, или, скажем, К сожалению, да. да, это больной вопрос. Я иногда плачу. Смотрите, что взять какое-то свидетельство о рождении, все оплачивается. Какой-то 2 шага сделать, все оплачивается. Но куда мы смотрим? В конце концов, все начинается с культуры. Если культуры нету. Но такой великий народ, как кыргызы, имея такой большой эпос Манас, мы теряем всю ценности кыргызского народа. Боль внутри, крик Мы души теряем. Смотри, одна из проблем, мне вот, Да. допустим, я сегодня утром посмотрел, это давнейшая статья была, именно Национальная консерватория. Ну, начнем даже с музыкальной школы. Именно методика обучения дали, и все, манеры игры, какой век, как играется, таких кадров уже нету. А когда мы критикуем,
А говорят, ну что, собака лает, караван едет, говорит. А на самом деле каждый человек должен внести свой вклад для развития кыргызской культуры. Да, вы абсолютно правы. Знаете, Хурмагазы Азапаевич, я хотела добавить, что, к сожалению, наверное, так устроено, но есть силы здоровые, и мы должны как-то с этим бороться, негативные явления. Вот, скажем, после Великой Отечественной войны многие герои войны вернулись с победой, а места уже заняли люди, которые не воевали. Такие бюрократы уже сидели, и они не пускали никого. Вот. Так что, видите, честным людям приходится доказывать свою правоту. Вот. И, в общем-то, давайте с чего-то начинать. Да. Чинараджи, Да. вот теперь, смотрите, мы только затронули, это будет первый цикл. Да, Сейчас извините, мы- Хурмагаз, еще можно я добавлю одну вещь? А в 1936, по-моему, году, точно не могу сказать, мне дедушка рассказывал. Хотели, то есть был такой вопрос, какой-то партийный работник, первый секретарь, что-то такое, Узбекистана, пришел на прием к Сталину и сказал, вот кыргызы это небольшой народ, давайте присоединим его к Узбекистану. На что Сталин сказал, хоть я и учился в духовно-приходской школе, но и там нам рассказывали, что когда не было многих народов, и не было ни казахов, ни узбеков, а кыргызы уже были, у такого древнего народа не может быть своего государства. Да, он не может не иметь своего государства. Давайте помнить некоторые вещи. Вам большое спасибо, Эдди. Да. Этим мы не заканчиваем, вот поэтому первая проблема про музыку и разные, а в целом, Мы наверное, только начали. Да. начали. Какие проблемы будут вместе, может быть, еще присоединятся какие-то нам люди, которые знатоки в отрасли, в этой системе. Вот поэтому только первые шаги. А в конце концов, может быть, мы и добьемся Такую своего, что серию передач. хорошие музыканты, люди искусства, люди культуры, которые именно подняли нашу культуру. Вот поэтому сейчас надо объединяться. Да. В свое время могучая кучка в России, Да. они же столько создали, столько помогли, целая плеяда выросла. Да. Правильно, вот поэтому вам большое спасибо и спасибо телезрителям. Самое большое спасибо. До новых встреч.